На днях состоялось заседание движения «Двуглавый орел», которое переформатировалось в партийную организацию «Царьград». Ее возглавил небезызвестный господин Малафеев, и туда вошли люди, которые известны в определенных кругах как представители русского интеллектуального национального бомонда. Но нас интересует несколько иное. Движение это назвалось, политическое движение назвалось как «Царьград», понятно, отсылка к ситуации, которая сейчас происходит в Карабахе. Царьград, собственно говоря, это и есть Стамбул. И это чаяние определенной части русской элиты о возвращении Царьграда в лоно русского мира, русской цивилизации. На мой взгляд, такое движение с таким названием создает определенное цивилизационное напряжение между тюркским пространством и славяно-православным, потому что это историческое напряжение, оно то и дело возникает, подключают розетки определенные, в розетку эту сеть определенные люди, которые нагнетают и на этом зарабатывают политические очки. Но еще больше удивил тот факт, что в этом заседании, на этом съезде присутствовал такой деятель, как Альбир Кырганов, муфтий Москвы, и как-то у него там все это называется непонятным образом. По сути говоря, он является симулякром, потому что помимо крупных муфтиятов, которые заседают у нас в Москве, в Уфе, там региональные мощные муфтияты на Кавказе, в Поволжье, Кырганов является человеком наиболее лояльным, наиболее близким к самым таким вот правым элементам российской правящей системы и выполняет все ее указы, все ее как бы вот такие жесткие указания на то, чтобы давить, притеснять, проводить политику сегрегации. Это все Кырганов с большим удовольствием поддерживает. А Добрямс, я просто напомню, что он выступал фактически противником того, чтобы в школах России девочкам позволялось носить хиджаб, традиционную одежду мусульманских народов Российской Федерации. Он, кстати говоря, очень неоднозначно выступил, когда запрещали родные языки в школах. Он сказал, что не будет никакого факультатива, все останется на должном уровне. Он был тогда членом общественной палаты, это вызвало бурю эмоций и негодования со стороны различных представителей народов, их, значит, интеллигенции. И он всегда выступает за то, чтобы любую вот такую инициативу власти поддержать. Конечно, он все это вот так иезуитски обосновывает, подкладывает, мягко стелет, но не было ни одного случая, чтобы он не сказал: нет, ребята, все не так, ребята. Здесь надо напомнить, что Малафеев активно выступал против того, чтобы в Астрахани мирно сосуществовали татары и русские. Он выступает активно за установку памятника Ивану Грозному в Астрахани, чем создал также сильное напряжение в этом славном городе. По его мнению, Астрахань была основана Иваном Грозным, и якобы до Ивана Грозного, до завоевания Астраханского ханства в 55-56 годах, 1500, соответственно, никакой Астрахани не было. А то, что было, этот город не в счет. Вот, значит, русский город встал, вырос, значит, поднялся лишь с момента, когда он был завоеван Иваном Грозным. И все, что происходит такого рода, связанное с определенными проектами по притеснению народов, особенно мусульманских народов, Малафеев тут как тут возникает. Ну, с ним понятно, он обозначил свою позицию, но то, что рядом с ним стоит такой деятель, как Кырганов, тоже, честно говоря, эмоций добрых не добавляет. Я напомню, что клерикалитет, который активно поддерживает любые начинания власти, на самом деле очень тлетворен. Ису, алейхиссалам, Иисуса в христианской традиции сдали не кто-нибудь, а представители Синедриона
Кияфа активно настаивал на том, чтобы его приговорили к смертной казни. Синедрион – это, понятно, жреческая корпорация того времени, и эта линия продолжается до сих пор. Есть люди, которые продолжают эту традицию Кияфы и готовы поддерживать Кесаря, готовы поддерживать Рим в его желании обязательно обезглавить, обязательно лишить, обязательно пресечь любые попытки верующих, добрых людей на то, чтобы справедливость, высшая справедливость восторжествовала. Поэтому я думаю, здесь очевидно, что люди добрые, где-то хорошие, умные, образовались, и где-то, возможно, у них есть очень такие внятные идеи, но эти идеи, к сожалению, идут вразрез с интересами народов России, с интересами мусульманских народов. Почему-то говорится там о русофобии, что они будут пресекать, но почему не говорят об исламофобии, о тюркофобии, которая активно сейчас разжигается представителями армянских, проармянских медиа. Об этом никто не говорит, хотя великие русские мыслители, такие как Гумилев, тот же Леонтьев, кстати говоря, евразиец, которого они так любят, говорили о том, что Россия – это симбиоз русского, тюркского пространства, славянского и мусульманского. Это вообще семья народов и кавказских, и финно-угорских, и сибирских, и так далее. Но есть люди, которым это не нужно. Они считают, что русский народ, он не нуждается в этой большой семье, а должен быть сиротой. К сожалению, сирота всегда несчастлив. А господина Кырганова я предлагаю, подвергнуть такой вот духовной обструкции, еще раз напомнить, что он должен защищать интересы исламского сообщества, представителей исламской, российской уммы, а не поддерживать всякие такие вот правые, не очень внятные начинания людей, которые видят Россию сугубо монациональной и несчастной страной. Спасибо.